Кемерово, Канаш из Чувашской республики, тоже с вами. Вновь Россия скорбит. Россия вновь потрясена. В Кемерово трагедия страшная. Ведь это не газовзрыв и не война, это халатность нас потрясшая. Вновь плачет Русь наша святая, вновь на Руси горькое горе. Скорбим по тем, кто в огне сгорая, стонов и слез нам оставили море. День был воскресный, выходной. Дети, родители пришли отдыхать. Каждый в семье близкий, родной. Трагедии этой не могли ожидать. Сгорела зимняя вишня, вспыхнула, словно спичка. А ведь никто не был лишним. Лишней жизнь не была ничья. Простите, дети, что не сберегли вас, жизнь еще не проживших. В скорбный список уже занесли в адском огне погибших. Они погибли, словно герои, иначе назвать их нельзя. Не сбудутся планы, которые строили, такая выпала им стезя. У россиян чужого горя не бывает. Коли беда, на всех она одна. Но каждый россиянин знает, друзья тебя не бросят никогда. Вновь скорбит Россия. Ужасная трагедия, которая несла множество жизней города Кемерово. Мы выражаем соболезнования и сочувствие всем городам и жителями. Конечно, в душе все болит, душа болит. У меня там брат живет с семьей, племянники живут, их знакомые погибли. Семья, вот, которая мать, отец, девочка, а мальчик лежит в больнице. Я даже заплакала. Я сама лично не знала их, но они знают. У меня брат, семья брата. Соболезную всем. Пусть Бог дает им силы выдержать все это и пройти через это. Все время плачу. Так страшно, так жалко. Даже вот все новости, не отходя, сидела, смотрела. Вот только недавно ушли. Все время плачу. Ой, это такая трагедия, конечно. Да, я работаю в детской спортивной школе имени Воронкова тренером. Все вот ребята, когда мы узнали, у меня девочки, мальчики занимаются. Конечно, мы все были в таком шоке. Это когда дети, это всегда трагедия. И взрослые, конечно. Ну, вот даже смотришь телевизор, когда говорят что-то, мурашки по коже. Переживаю очень сильно. Там это детей очень много было ведь. Вот 3 якобы, то, что не знаю точно, но детей, говорит, очень много было. Очень сильно переживаю. Ой, конечно, мы все сожалеем, что так случилось. Так жалко детей, людей. Терпение родителям. Чтобы это не повторялось больше такую штуку. Обидно просто за них. Детей жалко. Общенациональное горе, сочувствую и соболезную. Сегодня у нас траурный день. День, когда случился вот это такое большое горе. Много людей на пожаре погибло, особенно много детей. Соболезнования всем родным, близким, друзьям, всем кемеровцам за то, что вот так случилось большое горе. Сейчас самое главное всем сплотиться вместе. И действительно, наверное, сейчас вот и по всей стране идут акции в память и поддержку жителей. Мы все одна страна, мы все должны быть вместе в минуты трагедии, в такие. Ну и, конечно, слова глубокое соболезнования всем тем родителям, которые потеряли своих детей, всем тем близким и родным. Мы все с ними вместе. Я думаю, все это надо вместе как-то пережить, молиться
и продолжать жить ради детей, которые остались. Соболезную, конечно, Кемерову. Всем держитесь, мы тоже с вами. Но очень тяжело. Это такой тяжелый случай. Не то, что просто говорить, а кричать охота за такое горе. Это очень большая потеря для нашей страны. Очень жалко всех. И Хромую лошадь, и Кемеровские. Кемерово, держитесь, мы с вами. Мы очень будем помнить всегда, всю жизнь. Все соболезнуем. И не дай Бог никогда ни родителям, ни детям наказаться на их месте. Это даже невозможно. Человеческий разум это не может воспринять никак. Игрушки одиноко стоящие, словно дети, оставшиеся в том пожаре, которые ждут, что их снова заберут домой, и они смогут увидеть улыбки своих родителей. Мы надеемся, что весь ужас, пережитый жителями Кемерово, не повторится вновь. Мы выражаем искренние соболезнования и слова сочувствия. Мы вместе с вами.